Ай инеңичтön каридиалбу. Эревинеңо Платон Ламутскайду анипча книга презентациядун бакалдаматтап. Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Рада приветствовать всех вас на презентации книги воспоминаний Платон Ламутский к столетию со дня рождения. Мероприятие у нас пройдет в формате вечера воспоминаний с участием детей, потомков, учеников, людей, которые были лично знакомы с Платоном Афанасьевичем. Данная книга была издана в 2020 году в Национальном книжном издательстве «Вичик». И составителем является Степанов Анатолий Платонович, сын Платона Афанасьевича и председатель Союза эвенов Республики Саха-Якутия. Содержание презентуемой книги можно условно разделить на 5 блоков. Это вводная статья о жизни и творчестве писателя, статья Платона Афанасьевича Ламутского в виде ответов на 4 вопроса. Это воспоминания потомков Ламутского. 4-м блоком статьи писателей, друзей, критиков. И 5-м блоком идет как приложение родословной потомков Платона Афанасьевича и Евдокии Дмитриевны. Платон Афанасьевич Ламутский – эвенский поэт, прозаик, педагог, автор первого эвенского романа «Дух земли», заслуженный работник культуры Якутской АССР, член Союза писателей СССР с 1962 года. Платон Афанасьевич после окончания в 1937 году Якутского педагогического училища работал учителем эвенского языка и литературы в северных районах республики. Это в местах традиционного проживания эвенов в Момском, Усьянском, Среднеколымском, Саккырышском, а ныне Кобяйском районах. Начал печататься в республиканских газетах с 1939 года. Первая книга стихов «Песни эвена» на эвенском языке вышла в свет в 1962 году. Платон Ламутский известен как поэт, пишущий стихи для детей. И его произведения включались в учебники для эвенской начальной школы. В переводе на русский и якутский языки публиковались на страницах периодической печати Якутии и соседних областей, и также в центральных изданиях. Кроме литературной деятельности, Платон Ламутский собирал эвенский фольклор. Произведения основаны на глубоком знании устного народного творчества эвенов. Венцом творчества первого эвенского романиста считают его эпическое повествование «Сир-Ичте» «Дух земли». Роман изначально был написан на эвенском языке, по свидетельству Андрея Кривошапкина, с подстрочником на якутском языке, который в обработке Аввакумова увидел свет под названием «Сир-Ичте» в 1987 году после смерти автора. А в 1994 году в номерах 3, 4 и 5 журнала «Полярная звезда» роман был опубликован на русском языке в переводе Ариадны Борисовой под названием «Запретный зверь». Платон Ламутский прекрасно владел 3 языками, и сегодняшний наш вечер предлагаем провести также на 3 языках – русском, якутском и эвенском. И первое слово позвольте предоставить составителю книги, сыну Платона Афанасьевича, Анатолию Платоновичу Степанову. Добрый день, уважаемые участники презентации. Разрешите перед началом своего выступления я сделаю некоторое вступление и обращусь к участникам презентации. Сейчас как никогда ощущается потребность в семейной религии, а книга является лучшим отражением этого момента. Книгу можно передавать из поколения в поколение детям, внукам, правнукам, чтобы они чтили и помнили своих предков. Также в книге можно писать и современную историю семейства. Каждый человек может написать книгу о себе, о родителях, о родственниках. Если семейные традиции размылись, то надо их восстанавливать и дальше развивать. Кто-то из родственников просто обязан осуществить эту идею. Написание книги об отце, о матери – это не просто выражение благодарности за свою жизнь, это еще и знак уважения. Именно
Это я стараюсь сделать. Главное, не откладывать дело на потом. Если вы слушаете мою речь, знаете, какая-то сила привела вас на презентацию. Кто из вас, например, знаком с историей своего рода или хотя бы пытался ее изучить? А чьи бабушки или дедушки рассказывали о своем детстве, родителях, дальних и родственниках? Каковы бы ни были воспоминания ваших бабушек, дедушек и родителей, с этим рано или поздно придется считаться. Лучше сделать это сейчас, чем кусать локти потом, когда память растворятся фрагменты таких историй. Написать книгу о родителях – дело непростое. Особенно не просто писать память о папе, маме, когда их нет уже рядом. Книгу могут писать не только знаменитости, которых десятки, но и обычные люди, которых миллионы. Справедливо замечено, что человек, у которого за спиной нет прошлого, в том числе и семейного, которым он гордился бы, всегда труднее в жизни. Прерывается связь поколений, исчезают семейные традиции, теряется опыт, накопленный предыдущими поколениями. Нужно иметь летопись своей семьи, рода. Нужно писать о своей малой родине, родителях и прародителях. Несколько лет тому назад мне пришла идея написать книгу об отце к его столетнему юбилею. Но ни плана, никакого представления о том, как будет выглядеть книга, у меня не было. Что написать я знал, а вот как оформить это в приличный вид не знал, терялся в догадках. Хотел написать книгу как бы для домашнего пользования, но посоветовавшись с людьми, решил, чтобы не только дети, внуки, правнуки, но и широкий круг читателей могли узнать, кто был за человек мой папа. Знать его не только как поэта, писателя, учителя, но и как родителя, человека, гражданина своей родины. За 9 лет до этого, в 2011 году, я вместе с сестрой Вендиной выпустили книгу «Мать династии педагогов Степанова-Кламурской», посвященную 90-летию нашей мамы Евдокии Дмитриевны. Так что какой-то опыт у меня имелся. Я обратился к родственникам, чтобы они помогли в написании книги. Ну, как сказала ведущая, книга начинается о жизни и деятельности Платона Афанасьевича Степанова-Кламурского. Это основные вехи его жизненного пути. И следующая глава предоставлена самому Платону Афанасьевичу. В архивах я нашел записи отца, в котором он обращается к читателям, которые он назвал «Все мои три». Это очень интересная запись, где отец вкратце описывает свое прошлое, настоящее и будущее. Здесь он отвечает на 4 вопроса. Откуда я взялся, почему я стал поэтом, какие имею поэтические произведения и какие у меня перспективные планы. В этих перспективных планах он собирался 100 лет. Следующая глава посвящена своими воспоминаниями, и в которой собраны научные доклады о дедушке, прадедушке и его потомках. Ну, а в главе слово писателям, друзьям, критикам собраны статьи, которые были опубликованы в различных изданиях в разные годы. А заканчивается книга «Потомки Евдокии Дмитриевны и Платона Афанасьева», где я собрал всех потомков по настоящее время. Сейчас нас более 100 человек. В настоящее время я занимаюсь архивом отца, его дневниками и записями. Это очень интересно и увлекательно. После смерти отца, с разрешения матери, известный писатель Степан Дедоскинов, друг моего отца, поработал с этим архивом и в 1993 году выпустил книгу «Сырдытаян». В будущем из этого архива можно подготовить еще не одну книгу.
И там есть записи 30-х, 40-х годов, ранние произведения отца, фольклорные записи, переводы на венский язык русских, якутских писателей, письма и многое другое. И в заключение я хочу поблагодарить Министерство развития Арктики и делам народа Севера Республики Саха-Якутия, лично Владимира Николаевича Черноградского, Михаила Александровича Погадаева, редакцию заказных изданий «Бичик» за выпуск книги к столетию моего отца Платона Афанасия Степанова. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анатолий Платонович. И позвольте еще раз вас поблагодарить и поздравить за издание данной книги. Сейчас позвольте предоставить слово старшей дочери Платона Афанасьевича Зинаиде Платоновне Никулиной. Oja, я тоже же. Букап банторас. Гайныңыш. Тынкырыби жабу. Яналбу. Кадикалбу. Нян онир жабу. Я в гундим. Атын окол нян туры. Та книга дудагана дукурли. Амми жугулен он бихивет. Я в ярибан. Нян он гунь. Я гунь. Önüyle. Иһиннен балчыттап Ha. Hı. Я в гуньим. Оттон аман гырбы аман. Ноңон эрек аман гырбы дук. Бый амми икте gelevриши. Gelevририм. Ян ноңон ябан тикте ганы gelevrir. Эрек атыкан орижи даганы. Тикте ганы укче маккырым. Ягу улгы иректарак. Вопрос бихкön, улгымен бихкön. Ян тикте ганы яврарам. Эрек ороку, эрек ныкрыку, онныкчим, оножим, гонихэн улгуммиререк. Тара онгул все равно я боврен знак теме говорю рыгыр учемешелді мен жалды бор ахондаганы як бихкön ноңортон дадут вам советы гоникен теме тикте учемеккерым нян онгундим Julle oton non jaan bihin. Bukap ban mutu gurgele yaşa. Gurgap çiri boy. Yavda mi tar jon turan demehnini. Bukat çemen nisu etenne bakra goniket. Erek men ngalci, men mergenci. Yani o minyon erek nes bijin goniken. Temuruşunu mutunyan kungaldi takkacha hukkuche gurgadu. Gurga. Kuchkan bihin tağını ırgır tar. Ogorot gırbı bihin. Non sivyandu yarın. Hilken repa, ridiske gırbıl bu yarın.
Даже капуста гырбы, капуста хевкін гырыр. Тара. Өмнеке өмін аңғаны даже оғырсу ярын. Яду. Ведереду янникан. Тара хевка сирин. Тараңа тара хебенду як бизин. Нөлтөніңін ұрығыр, одан ұрығыр як нөлтөн атса. Темір үшін үші ташқан үші хер. Кушқуқын чимче дейін хері. Нөше хекін кіріріп, оттаны яу ирек тарау яникан оттан би хо аяврам тар ирек тарық херівен яры бар. Теме тиктағаны яры. Аны яла хигела хырми хиги болар як дейін. Луба. Тарап жыбықын көрерін, ұрығы жыбылды көнікен. Яникан ұртабан аңғары жы чар. Ива ябан, лубабан яникан, хирқанат яникан. О, тарак бихинже, hodalda сахар амталқан. Ташин яврарында. Үрі жыбылды, араты жыбылған көрерін. Әрек арат, үрбішін араты жыбылды, әрек ай гөнікен. Бұғы бәні тар, даже одуванчику үрім ябан, өкінмен жыбылды, өкнікен, гөнікен яврарын. Ташин өкнікен ян, одуванчик ябан, өкінмен яврарын, кимче бірерін. Тара, ян хояу яу гөнжі маттан. Үрі амар ярыжы үрігір як гөнжі. Мину ярын өбжен күңат хибин тек өмәдінне мұт битлелет өнікен. Теме әрік нөл бі көйек кірілі. Бұл айнын хатыранат бір қададан өнікен. Теме оттан тек манды саварарам. Мен поведение же, мен яжы тар кәйнілі қоламайы, әнекан қолы, илетала яникан. Бұл мину айытнын жом қаттатан көнікен. Иреп тара оттан яб хашарми бұғы бән оси варарам. Тара оттан хоявнан минді хуп көрін оттан. Тара хеже дағаны. Ади хеже бігівен. Нан надан гөнін. Оттан мұп бола, би бола жапқан бақырю. Жапқан хеже, родовой. Еще тар нан топалина бо би хонты ярю. Хонты вариям бақырю, топалина иду. Топалина ми обухылни оттан ни нан хонты нян мелодия ван хонты төрім гөнікен икерін. Тарам нян гілешем нәу. Тара гояу гончим бұтенжір абгар білді ажет готовай илектарак яқ ай нес этен хуну яра комнутты теме мен галжы бур, мен мерген жыбур ырыгыр жүлескинюн. Нян төрөмүр эникен омор, төрөмүр аджаникан хукушилды.
Ajit naha urgo gubrer erek. Atan hukumi bollar ımın tören adi da yavran goniket. Например, ымын як чәлен, быкычын, эйду, тар ымын значение алқан төрін. Ями ташын гөврі шәлер. Шәлі жүр, быкыч жүр, гоникен. Может, хунты тәм бишежін. Әрі ями даже бой ушонай сразу омча тар ями, дукми. Ташын гоникен мәргеттім. Ha интересный övün töreni. Temi hufkuşıldı, abgar bildi, neselken bildi. Yani men nıstı bıyıl, nıstı anganı vur, tokoldu, nyaksıdı, ıjıldı, çapçır. Taşın gönüken nongan jon turalkan. Temi ayının badaldı, nadavnın gelişildi. Taşın gönüken mun bir hunu hirgirem. Teken Где текен Зинаида Платоновна, хо айторам гончелес, хо айч хигон денгрис мутнян ташин джулахки видат гомчо. Еще раз хочу поблагодарить Зинаиду Платоновну за очень хорошие слова, воспоминания о своем отце. Зинаида Платоновна, у нее есть статья в данной книге воспоминаний. Здесь написано, что Платон Афанасьевич даже после смерти будто дает советы. С самого детства, являясь чутким педагогом, Платон Афанасьевич видел таланты и способности в маленьких детях и развивал и направлял детей. Например, Зинаида Платоновна с самого детства, она очень любила танцевать и петь. Платон Афанасьевич это заметил и стал ее направлять в данном русле. Зинаида Платоновна, она является сейчас руководителем эвенского фольклорного ансамбля «Долгунча», который пропагандирует эвенскую культуру, эвенские песни, фольклор эвенов не только по республике Саха-Якутия, но и на российском уровне. В этом году Национальная библиотека совместно с Союзом эвенов, с Министерством Арктики, с Домом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского и также с Музеем музыки и фольклора весной провели второй республиканский фестиваль, посвященный круговым танцам, эвенскому круговому танцу хеджа. И Зинаида Платоновна сказала, что Платон Афанасьевич сказал ей изучать фольклор, изучать именно круговой танец хеджа, и он в свое время сказал, что есть 7 видов хеджа, а Зинаида Платоновна, она определила, что всего 8 видов хеджа. И кроме того, с самого детства Платон Афанасьевич брал с собой детей и прививал им любовь к родному языку, к природе, учил, какие лекарственные травы есть, как их использовать. Например, при зубной боли использовал иву. И также варили всевозможные чаи, лекарственные микстуры, которые сейчас мы используем. Платон Афанасьевич прекрасно все эти травы знал. Он также был прекрасным артистом, он очень хорошо играл на домбре. Спасибо еще раз большое, Зинаида Платоновна. А сейчас позвольте мне предоставить также дочери Платона Афанасьевича, это Надежде Платоновне Родионовой. Надежда Платоновна, вы здесь, да? Надежда Платоновна у нас сейчас проживает в поселке Саккырыр Эвена-Бадантайского района. Как мы уже ранее отмечались, пока Надежда Платоновна у нас подключается,
Как мы раньше отмечали, Платон Афанасьевич вместе со своей многодетной семьей работал практически во всех северных районах нашей огромной республики. Это у нас Момский район, Устьянский район, Среднеколымский район и Саккырырский район. Он ныне является Кобяйским районом. Вот из села Саккырыр у нас подключилась дочь Надежда Платоновна. Надежда Платоновна, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Я, во-первых, поздравляю свою старшую сестру Зинаиду с днем рождения. Здоровья ей, чтобы она долго-долго жила и нам давала всегда советы. И всех остальных поздравляю с презентацией нашей книги. Ну, Платон Афанасьевич, отец мой. Если вспоминать об отце, это очень много историй разных. Я вот, слушая Зинаиду Платоновну, вспомнила, как он меня не ругал, а так, как все подростки, я была такая невнимательная. И он сказал: вот, поедешь в город и заблудишься. И я вот эти слова всю жизнь с собой таскала, и в больших городах всегда старалась быть внимательным, запомнить, где что находится. Вот так меня он учил. Не говорил, что надо быть внимательным, а просто говорил: вот заблудишься. Вот, ну, а так я с отцом с малых лет ходила на рыбалку, на охоту. В 6 лет я вот, вместе с ним убежали по берегу от мамы, убежали за ним, за отцом на охоту, на уток. Они поехали на уток, и мы с братом убежали. И вот далеко ушли, возвращаться страшно было в поселок. И я вот начала плакать. И отец нас к нам спустил, старшего брата Александра, и он нас перевел через речку и дальше пошел. И я за ним бежала, чтобы не отстать. И то далеко ушли, и после этого только нас отец взял с собой, на лодку посадил. Вот. Он не сразу нас взял на лодку, а очень долго заставил нас бежать за ним. Вот. Ну и потом нас, конечно, обратно вернули домой. А потом, после смерти отца, я решила вернуться. Я решила пойти по стопам его. И поступила в Якутский педагогический колледж. Не колледж, а тогда еще училище было. Я вот, и в тот год открыли Северное Эвенское отделение. Я поступила, стала учителем эвенского языка. И с 91 года я пошла по стопам его, по стопам отца, и стала учителем. И вот до сих пор учу. Вот и все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Надежда Платоновна. Как мы уже отмечали, Платон Афанасьевич Степанов-Ламутский, он является основоположником педагогической династии Ламутских. Многие его дети, внуки пошли по стопам своего знаменитого деда и стали учителями. Кто стал учителем родного языка, и также есть учителя и по другим предметам.
Сейчас у нас, мы все знаем, что у нас проблемы с интернетом, и в поселке Березовка Среднеколымского района у нас проживает тоже одна из достойных дочерей, продолжателей дела своего отца, Уендина Платоновна Тарабукина. Мы сейчас с ней свяжемся по телефону. Попрошу всех участников выключить свой звук. И сейчас слово предоставляется дочери Уендине Платоновне Тарабукиной. Уендина Платоновна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники такого огромного мероприятия в честь нашего отца Платона Плашкина Степанова. Но сегодня день воспоминаний, вот презентация книги воспоминаний. И вот ведь узнав, что будет такое мероприятие, и вспоминала отца. В семье я была самой болезненной девочкой. В детстве часто болела. И вот вспоминаю, когда я болела, отец мою кроватку ставил около своего рабочего стола. И там я лежала и смотрела на него. Днем мама смотрела, видимо, а потом ночью отец ко мне присматривал. И вот он сидел и писал. Все время подглядывал на меня. И я лежала и смотрела на него. И я чувствовала его ласку, его улыбку. И когда мне больно бывало, тяжело, и он меня гладил. Я понимала, когда вся боль, вся эта недуга как будто уходили, мне становилось легко. Когда я была маленькая, я играла под его рабочим столом. Он сидел там, я под его столом играла в куклы, иногда там и засыпала, а просыпалась на кроватке. Вот. Когда чуть подросла, я часто как болезненная, часто болела, и меня в больницу ложили. И вот когда меня посещала мама, я маме не капризничала, не плакала. А вот когда отец приходил, я плакала и просилась домой. Я хочу домой идти. И тогда отец забирал меня домой. И вот. А мама никогда не брала меня домой. Она говорила, тебе надо лечиться. И отец все время говорил, что я буду самой здоровой девочкой, самой-самой здоровой. И, видимо, его вера, забота родителей меня... В общем, я стала самой здоровой. Я сама хотела, чтобы быть самой-самой здоровой, самой такой сильной. Вот они тоже верили, они тоже заботились. И вот их забота, видимо, меня исчислила. И часто вот вспоминаю, читаю его стихи. И так мы играли, вот его стихи. Я вспоминаю наши игры в кочевье. Он даже нас фотографировал, когда мы играли в эти кочевье. Как брат в фоне мячики играл, сломал стекло на столе. И он тоже в фоне с этим мячиком фотографировал. И вот Саша у нас, братишка, когда родился, у нас было, они взяли щенка и назвали ее Жучка. И вот Жучка, как Саша играли, Саша подали, а Жучка с ним играет. И потом, когда Жучка спит, Саша иногда подползет, его за хвостик дергает собачку. И Жучка, когда Саша спит, за одеялко дергает. И когда я читаю стихи отца про этот случай, и вспоминаю, как это было. У меня эта картина перед глазами стоит. И вот и все стихи вот детские напоминают наши детства, наши игры, самые счастливые, самое светлое время нашего детства. Отец был очень-очень заботливым. И однажды, не только однажды, мы всегда, он летом брал нас на рыбалку, на озеро мы ходили, пешком со всеми детьми. Вот. Анатолий Платонович тогда был маленький,
ему, наверное, было годика 2 или 1,5. Он его брат тоже на рыбалке. И вот я вспоминаю, когда мы все с детьми, он ходил туда, мама же дома оставалась. И он варил рыбу, рыбную кашу. И эта папина рыбная каша была самая-самая вкусная. Я до сих пор чувствую вкус этой каши, этой рыбной каши, вкус, как папа готовил. И сам он очень любил, умел такие вкусные блюда готовить. И что же, и вспоминаю еще, когда мы обратно шли домой, мы собирали ягоды. И вот, когда собирали ягоды, у нас около дома наша бабушка палатка жили там около нашего дома. Бабушки мы там жили. И мы приходили домой и с кружкой ягод бежали к бабушкам, относили бабушкам эти наши ягоды. И вот когда читаю рынками и Белоруба-Ленче, вот вспоминается эта картина, как мы угощали бабушки, и вспоминаю тепло, ласковый круг этих наших бабушек, когда они нас гладили, когда вспоминаются это такие случаи. И вот еще, вот если про отца рассказать, очень-очень много таких добрых, прекрасных. И вот читая его стихи, вспоминаются все эти случаи. Теперь, когда я стала учителем, как он, я со своими детьми изучаю его творчество, его произведения. Я рассказываю детям про него. И когда у меня внук Платон маленький, в школе учился с 1 класса, мы с ним часто изучали творчество дедушки. Сперва его биографию, каким он был. Вот. Мой дедушка мастер на все уроки. Вот он у него вот доклад такой, везде, во всех конференциях в школе. Еще у него была... Потом чуть подрос, мы стали изучать произведения его. И вот очень интересное было, что творчество, когда мы стихи его разложили, у него видение Ламутского, вот, его философию, его это взгляды. У него была гражданская идентичность, была этническая идентичность. И вот очень интересно. И вот все это мы с ним разложили. И у нас был такой основные мотивы творчества Ламутского. Такой доклад с Платоном был. Но когда он подрос, уже в 10 классе, он уже его светлый код Ламутского доклад писал. А вот со своими учениками, вот со своей внучатой племянницей, да, Евой Яковлевой, мы писали такой, тоже стали изучать его творчество. И очень интересно было, что венская азбука, на венскую азбуку, все стихи Ламутского есть. На все буквы алфавита его стихи мы подобрали. Очень интересно было и ребенку это исследовать, что какие стихи. И вот каждое стихотворение о чем говорит. И вот читая все это, как-то мы характер его исследовали, какие у него были взгляды, к чему он воспитывал. Все это вот стихи, мы это изучали. А вот Леня Толпотупов тоже, он со своей мамой, Инесой Александровной, тоже учительницей, внучкой Лобовского, тоже исследует творчество своего дедушки. Вот так мы пока работаем. Еще я вот хочу прочитать его стихотворение, отрывок его стихотворения. Это «Энергия». Это перевод славянского на якутский, но я его по-якутски прочитаю. Две аңарда қалыңқары, үгістіқой анаспытым, күрдіғас ағы датым, ұрып тағардарым салқарым,
Sol buyun appın solbun. Sol buyun ürdük teske ülaga. Eder saftın, estimne okpun. Gitten bad öйтüge. Min beyin bigeredlahpin. Miserim eyekey innik. Ben kihite tınanaktaktip. Ederkeme ikkihinerdiybit. İtinlik mutur bulçut. İtinlik sorgulak soğurcut. Göz tabanı ümerder tekin üçü kine haber edekin. Ras sürekpin, rasanabın. Ütçatlarım jongoycutun. Entirelden eder safpın. Gitten ergiten körsödür. Eder safpın eşkinin. Cihin. Tuhata soğukka ülkenizden. Eder safpın eşkinin cihin. Girki hasna neftetsinden. Еще вот Павленский, он это стихотворение написал в памяти, регаттом памяти Николая Савича Тарабукина, но свое выступление хотела бы отрывок из этого стихотворения прочитать, последний. И оно очень-очень подходит в данное время к ему самому Ламутскому. Хигяси, мулами, мутину, муделестем чими. Herbetegil, batigar bevus, ne avantur nerчимитом кеттеп, насеттер эрегат искеттеп. Ну вот этими словами я хочу закончить. И хотела бы всем пожелать счастья, добра, успехов и здоровья. Спасибо. Эптен текен Уиндина Платоновна. Уиндина Платоновна, Леонид Нян Евгения Биттагу. Леонид Евгений у себя Нэнджула Ворко ищет, Тарбинкан звука нету гона. Мы видим, есть, а звук не следите, слышим гона. Ага, хорошо. Эптен текен, да. Ага. До свидания. Давай. Еще раз хочу поблагодарить Уиндину Платоновну. Она у нас подключилась из Среднеколымского района, села Березовка, где Платон Афанасьевич тоже в свое время работал, жил и работал. Уиндина Платоновна, она тоже сейчас работает в селе Березовка. Платон Афанасьевич, он работал учителем в селе Себианкёль, он уроженец села Себианкёль. В то время оно относилось к Закырырскому району, а сейчас к Кобяйскому району. Позвольте вот продемонстрировать видео, которое отправили тоже Себианкёля. Ай инеңич әләчәкуча бәйіл. Бәкәчүхнән мәргәндүкуй әскәрәм, әрәк Платон Афанасьевич Ламутскай дигулин ангамта кәнегав нювет дежихнән. Дюляски да Тачин Айбиден. Добрый день, уважаемые участники столь значимого для Овенов мероприятия презентации новой книги о нашем земляке, брате, учителе, писателе, о всесторонне развитом человеке Платоне Афанасьевиче Степанове Ламутском. Действительно, о нем можно сказать восьмигранный человек. У меня воспоминаний о нем не счесть с самого раннего детства, с тех пор, как сознательной стала. В 1957-58 учебном году поступила в подготовительный класс Себианкёльской 7-летней школы. Первым учителем был Платон Афанасьевич. Помню просторный, светлый свой первый класс с окнами, выходящими на юг. На уроки мы водили хороводы вокруг табуреточки. Он любил учеников успешных. А кто их не любит? И сейчас так. Я была среднячка, девочка, которая ни одного слова ни по-якутски, ни по-русски не знала. Владела только своим овенским. И большинство детей были такими. Первый стишок про школу учили. Я так мучилась над ним. Все же с трудом удалось выучить. Помню свой первый букварь. Он у меня до сих пор хранится. Такой родной, любимый. Все страницы встают передо мною, когда закрою глаза.
Первая моя пятерка за чтение рассказа про Рябчика. Родня. Позже вся детвора родней оставались у них. Родители в тайгу уезжали, оставив нас на попечение Платона Афанасьевича и Евдокии Дмитриевны. О, золотое время было. Столько детей, не помню, чтобы мы хоть один раз оставались несытыми. Платон Афанасьевич рыбу ловил в озере Себян. Осенью на забой оленей ходил. Такие вкусные блюда готовила Евдокия Дмитриевна. В 4 классе Платон Афанасьевич учил нас по эвенскому языку. Весь класс писал стихи. Он нас этому учил. Были дети с поэтическими талантами. На летние каникулы я уезжала к родителям с заданием записать у отца фольклор. Отец и мать моя знали много сказок, песен, поговорок, загадок. Отец сам придумывал загадки и загадывал нам. Целыми зимними вечерами отгадывали их. Платон Афанасьевич в своей жизни испытал много трудностей. Вот отсюда и появилось у него стихотворение «Я готового счастья не знал». Это действительно так. Всего в жизни добился сам, был мастером на все руки. Он и охотник, и рыбак, он фотограф и огородник, выращивал редиску, репу и так далее. Он и артист, в спектаклях играл, плясал, пел. После себя он оставил нерукотворный памятник. Это его стихи, романы, пьеса. В душе я очень горжусь своим двоюродным братом. Благодаря ему мир знает о нас, об овенах села Себен-Кёль и вообще об овенах. Он решил после смерти покоиться на родной земле Себян. До того он любил свой край, свою малую родину. По-другому он не смог поступить. И он всегда рядом с нами. Спасибо за внимание. Это у нас было видеообращение от Степановой Зои Афанасьевны. Зоя Афанасьевна, она является методистом по эвенскому языку Себен-Кёльской средней общеобразовательной школы национальной эвенской имени Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского. Сейчас позвольте предоставить слово самой младшей дочери, любимице семьи Степановых, Анне Платоновне. Анна Платоновна, пожалуйста. Анна Платоновна, она также является педагогом-психологом. Добрый день. Да, все получилось. Пожалуйста, вам слово. Да. Поздравляю всех с презентацией этой книги. Мои сестры и братья, все, что хотела рассказать, они уже все рассказали. И вот как я психолог, начала наблюдать тем, что как, оказывается, отец нас воспитывал, и какие что он нам учил. С детства я помню, как мы головоломки решали. И то, что он сам эти головоломки делал. Часто мы с братом, племянником, да, Костей, как мы решали все это, вспоминается. И он, оказывается, работал и учил нас внимание наше и память развивал, как мы это в классе, когда сидели, играли мы такие
игру, которую он заставлял запоминать, что в классе все там есть, и выводил нас по одному. Например, один ребенок выходит, и мы меняемся то местами, то ли там бантиками, или что-нибудь. И второй вот тот заходит и должен заметить, у кого что поменялось, что у кого где переставлено. Вот так он, оказывается, с нас с малых лет учил вниманию, память развивал. То, что мы стихи учили, например, память развивается очень хорошо. И когда мы ездили с родителями в лес или куда-нибудь, он все время говорил: замечайте, что вокруг вас. Можете там, например, на речке что-нибудь, там в лесу, деревья запоминали, какой дорогой мы идем. Это все, оказывается, развивал он нам память и внимание. И до сих пор, оказывается, мы так и с детства приучены, что ли, все это с собой передаем и нашим детям, внукам. Что еще можно сказать? Благодаря его воспитанию, наверное, мы все почти все педагогами стали. Вот. Спасибо всем за внимание, за как сказать, его памяти. Спасибо большое, Анна Платоновна. Хо айш гоненне эгден текен. Как рассказывают дети Платона Афанасьевича, Платон Афанасьевич с самого детства прививал своим детям и своим ученикам любовь к родной природе. Говорил, чтобы они прислушивались к природе, жили в гармонии с ней. И сейчас я хочу предоставить слово ученице Платона Афанасьевича, библиотекарю Сибянкёльской сельской библиотеки Кривошапкиной Надежде Христофоровне. Надежда Христофоровна, пожалуйста, включите звук в левом нижнем углу. Ага, спасибо. Бехни, Тольчиптан. Добрый день, участники онлайн-презентации книги «Воспоминания о Платоне Афанасьевиче» Степана Ламутском. Сегодня все мы участвуем на вечере воспоминания о нашем учителе Платоне Афанасьевиче. Платон Афанасьевич был моим первым учителем. Он учил в себя не очень многие поколения учеников. И среди них, пожалуй, последним выпуском, который он учил в нашем поселке, были мы, которые в далеком 1961 году поступили учиться в нулевой класс Сибянкёльской 8-летней школы. Тогда существовал такой класс нулевой, первый, второй и так далее. После нас этот класс закрыли нулевой, и дети стали учиться с первого класса. Во втором классе у нас открыли якутские и эвенские классы. В нулевом классе было очень нас много, и всех нас учил писать, читать и рисовать наш учитель Платон Афанасьевич Степанов. Спустя годы я удивляюсь, как он управляется со всеми нами, потому что некоторые дети до школы кочевали вместе с родителями в оленеводческих стадах, и впервые приехавшим в поселок было трудно общаться с нами. Они были замкнутые, всего боялись. В памяти моей осталась одна девочка, которая
пряталась во время перемены за спину старшей сестры. Как мы называли ее с нами поиграть, она ни в какую не хотела с нами играть. И впоследствии эта девочка стала одной из лучших учениц не только класса, но и школы. Жаль только, что она рано ушла из жизни. Большинство детей до школы посещали детский сад. Со мной с детского сада и первый класс училась племянница Платона Афанасьевича Оля. Я в каком году с ней общалась последний раз, когда она окончила мединститут и езжала работать в Черопкинскую улус, Оля Степанова. Вот мы с ней учились вместе. После того, как мы закончили первый класс, Платон Афанасьевич с семьей переехали в город Якутск. И вот, но в нашей памяти он остался очень, очень таким веселым, находил время с нами поиграть. На Новый год превращался в Дед Мороза, читал стихи, водил хороводы, раздавал всем нам подарки. В 1975 году, когда я училась в Якутском педучилище, мы вместе со своей подругой Марией Афанасьевной как-то проходили мимо книжного магазина, что на проспекте Ленина, и решили зайти в магазин. К нашему счастью тогда мы увидели на полках книги нашего учителя на венском языке. Конечно, мы сразу же купили их. Это книги Этика Нурельни, Дети старика и стихи, и Эведи Дёнтурал и Кельда, эвенские стихи и песни. Эти книги я до сих пор храню и использую в своей работе. Очень жаль, что книги Платона Афанасьевича не переиздаются. В школьной библиотеке, например, у нас в Сибяне нет ни одной книги. Автора на венском языке есть только учебные пособия. Сейчас, спустя годы, я не забываю своего учителя. После того, как стала работать с 1991 года библиотекарем Севенкельской сельской библиотеки, стараюсь собирать о нем воспоминания его учеников, родственников, односельчан. И вот у меня накопилось, я собираю статьи, газетные статьи, и вот 87-й, вот у меня есть очень много статей, которые собирала лично от его учеников и коллег, которые вместе с ним работали и учились вместе у него. У меня есть воспоминания, например, вот из Сибяна, воспоминания Акулины Степановны, которая сейчас не живы. Вот она пишет: слушали, затаив дыхание. Это воспоминание вышло в 1996 году в газете «Даван» в январе. Платон Афанасьевич Ламутский удивительно тонко чувствовал живую природу своего родного края, пишет она. Многие ученики, обучавшиеся у него в разное время, помнят уроки, как он объяснял, передавал содержание рассказов, стихотворений художественным словом, мимикой, голосом. Я, как одна из его учениц, помню и не забываю, как Платон Афанасьевич проводил уроки эвенского языка. Мы, 10-летние дети, слушали его, затаив дыхание, целиком проникались его рассказами и чувствовали, будто бы сами находились там. Особенно мне запомнились уроки о природе. В разное время года, как точно он подражал голосам птиц, повадкам животных. Весной и осенью уроки чтения Платон Афанасьевич проводил на природе. Даже те, кто был непоседой, замолкали и слушали его рассказы. А как он был артистичен. До сих пор он предстает в моей памяти такой подвижный, поющий, танцующий. Его уроки очень пригодились в моей педагогической деятельности. Старался использовать его методику преподавания эвенского языка. Его уроки дали нам многое, научили быть милосердными, доброжелательными, относиться бережно к природе. Акулина Степановна. Это воспоминание написано в 1996 году. Также воспоминания поделилась Елена Протопопова и двоюродный брат Платона Афанасьевича Василий Степанов.
Платон Афанасьевич является моим двоюродным братом, пишет Василий Степанов. Впервые я увидел его в 1950 году, когда он приехал работать учителем себя в Кёль. Он был очень веселым, жизнерадостным и энергичным человеком. В поселке славился как заядлый рыбак и охотник. Платон Афанасьевич был прирожденным артистом. В те времена ни один праздник не проходил без него. Он, как умелый организатор, привлекал детей к участию в художественной самодеятельности, драм-кружках и ставил прекрасные с обширной программой концерты. В 1958 году, в 1961 году, когда Севенкёль входил в Сокрырский район, активисты нашего поселка неоднократно побеждали на районных фестивалях художественной самодеятельности и спортивных соревнованиях. В этом была огромная заслуга Платона Афанасьевича. Платон Афанасьевич известен как преданный своему делу и всесторонне одаренный педагог. Помимо основной работы, он, будучи коммунистом, активно работал по партийной линии. Мы все знаем, что Платон Афанасьевич одним из первых был принят в члены Союза писателей. Написал немало повестей, сборников стихов, рассказов и сказок, посвященных детям. Его жена была родом из Момского района. Они воспитывали 10 детей, которые живут в разных уголках Республики Саха. Если бы Платон Афанасьевич был жив, то сейчас он нянчил бы своих внуков, которых более 20. Это тоже написано в 96 году. И вот такие воспоминания я собрала немало. Вот это воспоминание написано Харитоном Гавриловичем Ивановым, который работал вместе в Севенкёльской школе вместе с Платоном Афанасьевичем. Вот он напишет, Харитон Гаврилович. Вот вместе с ним, преклоняясь перед его талантом, вот это из Сигенской тоже, Александра Константиновна, учительница Сигенкёльской средней школы, пишет тоже. В 1954 году, как она училась в Севенкёльской школе, в этом году, вот мой отец был назначен в Севенкёль председателем колхоза «Коммунизм». Это Александра Константиновна пишет. И в Севенкёле ее учили Анна Афанасьевна Кеметинова и Платон Афанасьевич Ломотский. Эвены и якуты учились вместе. Эвенский язык и урок пения преподавал Платон Афанасьевич. Он играл на балалайке, очень хорошо танцевал и пел. Мы, якутские дети, эвенский язык не учили. Якутские и русские языки, математику вела Анна Афанасьевна. И Платон Афанасьевич во время урока эвенского языка нас не отпускал. Мы сидели, слушали, слушателями. Он был маленького роста, отличался добротой, детей никогда не ругал, поэтому с нетерпением ждали его уроков. Вот воспоминания Сигенских тоже очень приятно. Училась вместе с ним Варвара Готовцева, ветеран тыла, Сигенкёль. Варвара Готовцева училась в 1928 году на участке Эл-Усух с Платоном Афанасьевичем Степановым. Там еще учились дети из Эндевала и Сигенкёля. Вот она пишет тоже воспоминания. Вот эти все воспоминания я собираю уже как начала работать в Севенкёльской сельской библиотеке. Вот у меня воспоминания очень. И воспоминания есть, вспоминаю с теплотой воспоминания Евдокии Корякиной, которая еще здравствует до сих пор в Сигенкёле, проживает в Сигенкёле. Вот такие воспоминания я собираю о своем первом учителе. И сейчас очень мне пригодились вот эти, пригодились в моей работе. Спустя годы я для читателей читателей библиотеки, будь то воспитанник детского сада или взрослый читатель, я провожу беседы о Платоне Афанасьевиче, о его семье, родственниках, о династии учителей Степановых-Ломотских. Я горжусь, что училась именно у Платона Афанасьевича. Для меня он всегда останется учителем с большой буквы. И очень мне
приятно было услышать, что Анатолий Платонович очень правильно сказал, что мы должны знать всю свою родословную. Вот. И спасибо, что Анатолию Платоновичу, что он занимается архивом отца. В будущем мы узнаем еще очень интересные факты о Платоне Афанасьевиче. И вот эту книгу, которую вот презентуем сегодня, мы будем с нетерпением ждать у себя в Себяне. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Надежда Христофоровна. Это у нас было подключение из поселка Себян-Кёль, Кобяйского района, откуда родом у нас Платон Афанасьевич Степанов-Ламутский. Хотела бы обратиться сейчас к Анатолию Платоновичу. Анатолий Платонович, толчижане? Ага. Вот те материалы, которые собраны библиотекарем Себян-Кёльской сельской библиотеки Надежды Христофоровны, было бы хорошо оказать ей содействие в издании еще одного сборника воспоминаний. Было бы очень здорово. Это Я просто как очень рад, что Надежда предложение. Христофоровна занимается этим, сбором воспоминаний. Я, конечно, сделаю мне содействие о том, чтобы эти все воспоминания были изданы, чтобы отдельной книгой вышло. Мы свяжемся с Надеждой Христофоровной. Спасибо. Спасибо, Надежда Христофоровна. Спасибо, Анатолий Платонович. Сейчас хочу также включить видео с Момского района, который нам отправили. Видео Боковой Евдокии Николаевны. Она тоже является носителем эвенского языка, преподаватель, учитель родного языка и литературы. И она была знакома лично с Платоном Афанасьевичем, соратник, и написала несколько песен на слова Платона. Это Эмедден. Слова Платона Ламутского, музыка Евдокии Боковой. Тос мостали, тоббангыккан 해결리, 띵띵 музыка, 팅칼리완 덜칠림. Тос тиюкан, имманды 어이유kan, 후원도 공알도 안니절비 음무든. Tisis paskamri heltaet emmedan haudi gurgatan ostikan bakucam tos mostali tobbangukan hejali ting musika tingkalni van dolchili Бадикар, утро. Слова Платона Ламутского, музыки Евдокии Боковой. Горлаханянен хулихилахен тураханен тимяландан. Уланяханади уркахучихин нянен хатын хангапча айюкям. Nhöltän kanti olraha kangchen an tuhukukan jang chaddan etting dukan hanyan ni nyanyan bahalan chulbanni ayyukyam Aita ora toy duhukuhun hinga sabda holgandan Kadahyakan awnihilahan Gani pacan taladdan ayyukyam Chukahachakani kehedihin Hesehenarın tindin Torahenin tinaldahkyaha Kahan adhkya biwatan ayyukya Это у нас было видео с Момского района, Евдокия Николаевна Бокова. Платон Афанасьевич работал в Момском районе. Сейчас хочется также предоставить слово человеку, который сейчас работает
в селе Уянди Устьянского района главе Анатолию Захаровичу Лебедеву. Анатолий Захарович, пожалуйста, включите видео и звук. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, родственники Платона Афанасьевича. Я рад вас видеть, слышать на презентации книги и вообще участвовать в вечере воспоминаний, действительно, как сказано, нашего дорогого Платона Афанасьевича. Я передаю привет не только от себя, но и от всех жителей села Уянди. Приветствуем вас всех. Мы очень, еще раз повторю, рады. Платон Афанасьевич проживал у нас с семьей, переехав с Момского района, и работал в нашем селе Уянди. У нас село Уянди – это Эвенское село. Когда они работали, у нас село было достаточно большое, более 300 человек проживало. В настоящее время, конечно, меньше 100 человек, но в то время было большое село Эвенское. Были олени, много оленей было, даже были лошади и очень много коров, говорят, было. Вот. У нас наше село расположено на берегу реки Уяндина, и Уяндина Платонова, она родилась у нас на нашей родине, поэтому она и в честь нашей реки, в честь того, что они проживали у нас, ее и назвали Уяндина, чему мы очень гордимся и действительно радуемся. Уяндина Платоновна, нам для вас особенный пламенный привет. Мы ждем Анатолия Платоновича к себе в гости с родственниками. Анатолий Платонович приезжал к нам, но мы договаривались, что в нашем селе мы поставим мемориальную доску. Вот, мы ждем и хотим все это дело сделать, чтобы было, как сказать, увековечить имя нашего замечательного, знаменитого сородича. Интересно, конечно, узнать что-то новое, ранее нам неизвестные от данной встречи, и надеемся, что книгу мы тоже увидим. И вот как сказали, что вот воспоминания человек библиотекарь собирает, очень красиво и интересно было бы тоже подчеркнуть. Для себя мы удивляемся, когда Платон Афанасьевич со своей семьей переехал в Кобяйский район. Я вот разговаривал с Зинаидой Платоновной, как они долго ехали, там пару месяцев ехали от нас и до Кобяйского района. Дети маленькие, я вот до сих пор представить себе не могу. Я охотником работал, на оленях ездил, но представить, кочевать 2 месяца без остановки, ехать в дороге с малыми детьми очень тяжело, я думаю. Вот таких воспоминаний, наверное, много. Надо бы их еще собрать. Конечно, было бы интересно. Я желаю, чтобы все участники почерпнули и для себя что-нибудь еще дополнительно интересного, хорошего. Желаю вам всего самого хорошего. Спасибо большое, Анатолий Захарович, за добрые слова. Позвольте перейти к нашему следующему блоку. Как мы говорили в самом начале, у нас по содержанию книга воспоминаний о Платоне Ламутском условно можно разделить на 5 блоков. Это о жизни и деятельности, статья самого Платона Афанасьевича под названием «Все мои три». И также третьим блоком это у нас воспоминания потомков Ламутского. Четвертым блоком у нас является слово писателей, друзей и критиков. Сейчас хочу предоставить слово заместителю председателя правления Союза писателей
Якутии Сивцеву Степану Ефремовичу. Степан Ефремович, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие Здравствуйте, Степан поклонники. Ефремович. Дорогие поклонники творчества Платона Ламутского. Так, поздравляю вас с юбилеем нашего любимого писателя Платона Афанасьевича Ламутского. Я не совру, если скажу, что многие якутские читатели зачитывались первым эвенским романом Сиричита. Так, ну, Платона Афанасьевича я знаю понаслышке с детских лет, потому что мой отец Ефрем Степанович Сивцев в Талдан-Бюре постоянно, вот когда они ездили на съезд или на собрание, на совещание писателей, постоянно вот приезжал и рассказывал, что встретился со своим другом Платоном Ламутским. И помню, как в 60-х годах один раз даже он к нам приезжал, и вот тогда старики сидели, разговаривали, и вот там я слышал как раз вот рассказы, вот как раз рассказы про эвенков. Впервые вот услышал, что есть такой народ эвенки, и услышал, так, по-моему, он, да, нам, детям рассказывал какую-то сказку эвенскую. Также вот хочу отметить вот гражданский подвиг Платона Афанасьевича. Будучи учеником, он защитил своего учителя Тарабукина, основателя эвенской литературы. В то время, когда вот шли такие репрессии, вот высказаться в защиту обвиняемого государством человека, это был большой подвиг. И надо сказать, что вот то, что вот выступление Платона Афанасьевича спасло Тарабукина. Вот за это вот, только вот за это можно преклоняться перед Платоном Афанасьевичем Ламутским. Ну, вкратце так. Махтал Булун, Степан Ефремович. Идем дальше. По телефону мы сейчас свяжемся с Николаем Егоровичем Винокуровым Урсун. Он является также редактором новой книги, которая вышла также в издательстве «Бичик». Называется «Нимка Кич». Он в свое время тоже являлся, был лично знаком с Платоном Афанасьевичем Степановым Ламутским. Николай Егорович, здравствуйте. Здорово. Ага, вы в прямом эфире, пожалуйста, мы предоставляем вам слово. Ага, кевсе. Ламутскай тугунан. Платон Афанасьевич beni şöyle belirtin. Kendi bollağına ottan even literatürden bir ulan bütün Suriye'de payata bolar. Onunla kendiki on temiger Sirikçite diyen romanı huribita. O romanı huriyen onu bir tübene mekkefşehim bağırabın. Kendi degenen kendi Suriyen mizdaşı sözde giritim olğana, onu kendi Suriyen kedilerinin sağına mizdaşı istivağa Andrei Krivoşak'ın romanı kirihetara. O şerit bözükmen kendi bastan taksadı. Onu bulan Andrei Vasilievich men uçutalım, bu Platan Afanasyevich ondan men kendi niger tüherim kadar tabuldu. Ondan ben bastakı romanihim bözükenen Platan Afanasyevich bollun diyen biyetin o şeritin Besetin turan biren kim tuha izdatçıstvağa biren kim Platan Afanasyevich tuha romana bastakı ben ağıldı bu da. Peki hüdda şüvey tuğumur bu da kani yeniki kanada ennegenen bütün oğlum bu hem doğru kani suri bir romana bastakı bu da o kanetten balıkçı balamıran
Андрей Васильевич романа кенеке печаттемите. Ол ен биги билген потон Ломускайын астыкы романын печаттеп кеп уетенен ағалып. Эти небес шеп булу. Onu bulanda men bu kınigaya akti kınigetin kölön olurabın onu bul akti kınigeti utanıp karşılığı yeter evet. Men ağam eben iyem bollağına saha ottan eben bollağına nüccete değil diyebil. Bu hüdde şöyle bakay urut men kandesi betakın kene ihdinler bütoluyum mallarını kene kolor eben keydir Karağa okudun adı kim bay karakta ki ete okuduk biletleri Arukay karakta ki kendine göre tane bu uğratıkayı oların bilir ete onu olana bilini ötecektiğinde oldu temerli bir karakta olması bitten ötüyor Olihen üyetin doğru pozana plastik Akalar göhüddâk çogası tağatılın hüddâk şöyle bilir ete. Onda bu kamay bu kini suysağım kısı vola tuvalet ahatar bu kini getenim kakişten kini geteger enkili tohurlutum olanla valağına bu kini sakalı tulanan kuruybut payamata bulur ki işte cirketema ve ne tertörün tonu suruybut payamata taksıbıda sakalı peçetlemede. Onu min yakınada bu uru tutup cehedağını o sakalı bitbitenine sakalı hüybat etekini beğenli hürriyete onda sakalı kılpastılar ete. Ondan bu hürriyete sakalı beyete suruybuda onu oğla kuran komentarıyım ostan mentene beğenli bilbet Allah ondan. Yenigine min kamilhan Anatoli Otsunoş kamilhan o keniga tağıştağında min gireti hürriydum. Men birde datı söylediği hemen men iliver kim oton lomuska keniga tecrübete. Bir çoğurga bir datı söylediği canlar bu tılı bilevin bir bekpin diye bekkene yaha olur ki yani men redaktör bu hittem yaha tecrübete dağına men onu körüle beğenmiştim. Onlar o sebebi bitti. Olayım men oton apanaşı bir kenigetin eveni kendinden ikiz takside kalan kortan tastak kenigete o kenigeni ağabey kukuanan körüpten bir jantan tarım. Ona o kenige redaktörü bolum. Olayım bolağına bu keni suysağır kadagara emiye akalı hürriyete emniyetin meni liberti ve onda kirdi o hürriyen keni doğru naktivin peçettim. Onun olsan apanaşı bu han beton kuruyatı boların onunla hakalı nüçalı devşedi bilerin sakatılın o niyetinin kutuğağırın çakçı bilenmek de bileyin imkati işten kendigeten ağaççıda bilgin ililere tutan otoru ililere tutuaktıra. Olayım ollağına men bu hakavriyatçılarını atattın onu hakavriyatçılara olsan apılaşı daha gönüllüler ete. Olur men Виха калмаахи буппут онно биги делегация бутер сахан ородна паята күндүк урастыра барата күндүк урастыра тосомо мускай алыс уханды фенавир кете бидете нага ягасты күшөй байта савалдар битете онно кени платон бика ол биги мунякпатыгар ортакалматтын биризип каттан келбите ол кутукчонно аганака өдөгөн дактулу онан булай тебин бу Eren literatürün eskiden Nikolay Savcı tarafından oğuktalıp bollağına türkçebi de bollağına o kendinden kelbet bulasan apılasıyoruz. Elimini yaptık sayınlaran bu kendini sağlamı kendini türkçebi ki oğan kömek olan evil olan kendinden gelen bu even literatürün sanat anlatardı. Even literatürün gar an bastıkı aramanı peçetip tegen edeptisi. Bitti mi? Ne? Улхан мақтал боллун, Николай Егорович. Ага, көрсөкка деди. И сейчас позвольте прочитать из статьи самого Платона Афанасьевича из данной книги все мои три ответ на второй вопрос, почему я стал поэтом.
Я научился писать стихи из 3 источников. Первый источник. Меня воспитал своим жизненным опытом мой отец. Он был эвенским народным певцом. Он любил устно сочинять и петь. Свою любовь он передал мне. Это все я перенял с глубоким удовольствием. И записал его устные сочинения, песни и изучал их. В 1937 году я закончил педучилище в городе Якутске и с того времени начал сочинять стихи и написал много сказок и былин. Тогда надо было печататься в сборниках и журналах, но этому стала преграда — Великая Отечественная война. Кроме того, бывая в северных районах Якутии, слышал и записывал народные песни из уст певцов. Это была моя первая литературная школа. Действительно, не чувствуя красоту народных произведений, человек не сможет стать поэтом или писателем. Второй источник — это творческие примеры якутских и русских писателей и творчество писателей малых народностей. И их главные, глубокие, задушевные, искренние, сокровенные советы. Третий источник — это практически стремительный жизненный пример строителя коммунизма. Когда я пишу стихи, всегда думаю о ровесниках и родственниках. Хочу, чтобы сюжеты и образы были близки к ним. Без любви к своему народу и к родине невозможно стать поэтом и писателем. Поэт должен участвовать там, где происходит борьба за будущее человечества. Я всегда в долгу перед отцом, перед читателем, перед потомками, но я счастливый поэт. Вот это отрывок из статьи самого Платона Афанасьевича «Ответ на вопрос, почему я стал поэтом». Уважаемые участники, у вас есть уникальная возможность напрямую к детям, к потомкам Платона Афанасьевича задать интересующие вас вопросы. Попрошу, пожалуйста, включить свои микрофоны, кто хочет задать вопрос. Здравствуйте. Можно спросить, я хотела бы спросить имена всех детей Платона Ламутского, если это возможно. Анатолий Платонович, вы ответите или мне вот из приложения данной книги посмотреть? Давайте я отвечу. Хорошо. Да, меня. Ну, дети, самый старший наш брат, звали его Юрий. После него идет Зинаида. Третий, который вот Анатолий Захарович вспомнил, это Уяндина, она родилась в Уянде. После него Афанасий, потом Александр, Светлана, потом Анатолий, Валерий, Надежда и самая маленькая Анна, которая сегодня выступала. Но кроме этого, в настоящее время, конечно, Зинаида, Уяндина и Александр уже прабабушки и прадедушки сами. Не только бабушки, дедушки. Это все дети, мы уже имеем своих внуков. А Зинаида, Уяндина и Александр имеют уже своих правнуков. То есть нас сейчас более 100 человек, потомков Платона. Уважаемые участники, еще раз напоминаю, что у вас есть сейчас возможность задать вопросы детям, потомкам, людям, которые были лично знакомы с нашим писателем, классиком эвенской литературы Платоном Афанасьевичем Степановым Ламутским. Пожалуйста, включайте свои микрофоны и задавайте вопросы. А можно спросить? Да, Александр Александрович, пожалуйста, вам слово. Да, Петров Александр Александрович из Института народов Севера Герценовского университета Санкт-Петербург. Я хотел спросить у организаторов видеоконференции, презентации, да, вот вы все выступления записываете или нет? Да, выступление, сегодняшняя презентация у нас записывается, будет смонтирована и выложена на YouTube-канале Национальной библиотеки. Ссылку мы разошлем
по всем социальным сетям. Очень хорошо, потому что сегодня звучала эвенская речь, якутская речь, русская, и это очень важно в современной ситуации общественно-политической. И еще очень значимо с точки зрения педагогической и методической, потому что сейчас очень мало осталось носителей эвенского языка, и я очень рад был слышать Евдокию Николаевну Бокову, других учителей, методистов, библиотекарей, которые практически работают в эвенских школах. Мне кажется, вот эти записи на эвенском языке можно использовать как методические пособия при преподавании языка не только в школе, но и в колледжах, в университетах. И я думаю, что это очень важно. Поэтому передаю большой привет Вендине Платоновне, с которой я много лет сотрудничаю и работал вместе. Знаю ее труды, очень уважаю, ценю как специалиста, учителя, методиста. Вот. Ну, Анатолия Платоновича мне приходилось встречать на конференциях и в других мероприятиях. Думаю, что сегодняшняя вот конференция была очень значима и важна для всех нас, и особенно для молодого поколения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Александрович. Это у нас подключение из Санкт-Петербурга, Герценовский университет, доктор филологических наук Александр Александрович Петров. Итак, уважаемые участники, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Школа Арктика. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с большим удовольствием, интересом прослушала, была вот и присутствую на онлайн-презентации. Хочу выразить благодарность всем потомкам нашего замечательного эвенского поэта, педагога Платона Афанасьевича Ламутского. Я тоже с детства много знала, слышала об этой замечательной семье. Мой отец, у него была огромная библиотека, и вот в числе вот его книг были и произведения Платона Афанасьевича. В детстве мы тоже читали, и меня всегда поражало то, что когда я еще будучи студенткой, знание языков. То есть и дети, и сам Платон Афанасьевич владеют якутским, эвенским, русским. Вот я всегда этим восхищалась и до сих пор восхищаюсь, всегда ставлю пример нашим детям. И огромная благодарность от имени, я вот скажу, от имени всех наших детей, нашей замечательной школы Арктика, от родителей, за вашу семью, за то, что вот вы такие все замечательные, талантливые, действительно, ну, гордость, патриоты своей родины, своего народа. Огромное вам спасибо. Было очень интересно. Хорошо, что сохранится запись. Вот у меня такое вот пожелание. Я знаю из этой замечательной семьи Аню. Аня меня, наверное, не помнит, но мы с ней, Аня, мы с вами как-то ездили в Санкт-Петербург, тогда еще был Ленинград. И Вендину Платоновну, конечно. Знаю, общаюсь, восхищаюсь. Спасибо. Спасибо большое за добрые слова. Мария Руфова у нас является директором экспериментальной специализированной школы-интернат народов Севера Арктика, которая находится в городе Нерингри, Нерингринского района. Со всей республики в школу Арктика приезжают представители коренных малочисленных народов Севера Якутии, которые проживают в разных районах арктических, северных, южных. И не только из территории Республики Саха-Якутия, но также из других соседних регионов учатся дети коренных малочисленных народов. Спасибо большое вам за работу. Я еще хочу отметить, что внуки Платона Афанасьевича закончили школу Арктика достаточно успешно. Два моих детей закончили. Да, мы помним. И племянница тоже. Еще намечается? Есть, планирует кто-то приехать в школу Арктика? Ну, не знаю. Сейчас не могу сказать пока. Будем ждать. Маленькие еще, наверное. Спасибо вам. Вам спасибо за добрые слова.
Можно немножко добавить, да? Да, пожалуйста, Екатерина Афанасьевна. Екатерина Ну, Афанасьевна, старший преподаватель кафедры северной филологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Добрый вечер. Ай, Хисачин, Тонкаридянев Бу. Еще раз добрый вечер всем. Хотела бы я, во-первых, выразить нашу огромную от почитателей творчества Платона Афанасьевича Степанова, от всех земляков, от всех эвенов, от нашего союза эвенов, огромную благодарность за издание этой книги воспоминаний составителю нашему дорогому Анатолию Платоновичу. Но я бы хотела немножко вот добавить такой момент, что Сибянкёль, где родился Платон Афанасьевич Степанов, значит, школа, которой в 1987 году было присвоено имя нашего аксакала Платона Афанасьевича, тогда еще в далекие 80-е годы, уже 20 века, значит, участники, до сих пор есть такой ансамбль, народный ансамбль, как Мерленка, руководитель которого сегодня, значит, выступила в виде аудиообращения. Тогда уже дети начали работу творческую такую работу, не только по сбору материалов по творчеству Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского, но и пробовали в тот период писать свои посвящения писателю. И я сегодня просто вот сидела, вспомнила, и сидела, пока всех слушала, и вспомнила вот эти вот стихи, вытащила их и хотела бы тоже поделиться этим стихом, стихотворением, который был написан ученицей тогда 6 класса Аней Захаровой. Потому что это очень хорошее посвящение нашему уважаемому аксакалу эвенской литературы на эвенском языке. Просто не все, наверное, слышали. Оно опубликовано вот в этом сборнике «Горяче» Ольги Киметиновой. И вот такое стихотворение. Платон Ламутскайду. Эрегер тонкари хагдингат долчили мут хинду анирап. Эвади икелбур йонтурур. Эрегер аяври хедевур. Балдача турами аявми. Химутту кунгалду анирис. Эвади икелби хеделби. Няринде мявми эменис. Мутхину чайлет юрдёң чидип. Айчта хыпкуттар манрутчип. Ви хиңерин хотар мусбадникан. Эрегер ай торам адядип. Вот такое красивое, очень прекрасное посвящение было когда-то написано учащимися ученицей Сибянкёльской национальной эвенской школы, которым вот она не только восхищается писателем, да, его творчеством, но и дает своего рода клятву жить и учиться, как жить и идти по той дороге, по той тропе, по которой, значит, всегда тянул своих учеников, всегда, значит, направлял Платон Афанасьевич Степанов-Ламутский. И поэтому вот сегодня, вот слушая всех, я очень рада, что мы сегодня услышали, благодаря организаторам, не только вот воспоминания о семьянине, да, мы услышали очень много теплых слов, очень много воспоминаний, которые вот собрали люди разных профессий. Это и библиотекари, и педагоги, да. Просто вот отрадно слышать, что творчество Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского действительно не только для нас, эвенов, но и для всех коренных малочисленных народов Севера, для всех людей, кто неравнодушен к его творчеству, творчество является вот какой-то светлой такой вехой, историей, которая, значит, вот запечатлена в его книгах, в его сборниках стихов, повестей, в романе Циритчите. И благодаря Ламутскому поколение
нынешнее поколение, значит, школьников, обучающихся, студентов, значит, всех обучающихся, имеет возможность знакомиться с языком, с традициями, обычаями, обрядами эвенского народа. И поэтому, значит, вот издание сегодняшней презентуемой книги является очень важным событием для всех эвенов, для всех тех, кто интересуется литературным творчеством Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского. Поэтому всем организатору нашему Национальной библиотеки в лице Дарьи Васильевны Мартыновой огромное спасибо. Всем детям, потомкам Платона Афанасьевича Степанова тоже огромное спасибо за то, что вот откликнулись все, включились, всем участникам. Спасибо всем, желаю всем добра, света, здоровья, благополучия. Спасибо большое, Екатерина Афанасьевна. Так, давайте сейчас я предоставлю слово вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Шадрину Вячеславу Ивановичу. Вячеслав Иванович, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые друзья. Еще раз всех поздравляю со всеми нашими мероприятиями, поздравляю всех детей, внуков Платона Афанасьевича Ламутского с этим знаменательным событием. Напомню, что мероприятия у нас продолжаются, юбилейные. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера нашей республики активно в нем принимает участие. Я хочу поздравить и наш союз эвенов с успешно проводимыми мероприятиями. Просто хотел бы еще в завершении напомнить всем, если еще раз, может быть, повторю, да, о том, что у нас еще будут мероприятия вот в декабре месяце, мы еще определяемся, но еще вот такой вот, как бы, ознакомить с информационным письмом, что 15-16 декабря у нас состоится еще одна всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Языки и литература народов Северо-Востока России. Современное состояние и перспективы развития», которая также будет посвящена столетию со дня рождения нашего юбиляра Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского. И хотел бы просто напомнить, что, пожалуйста, все ваши заявки направляйте еще раз, вот как Екатерина Афанасьевна тоже говорила, на кафедру северной филологии до 25, вот еще до конца этого месяца можно отправлять свои заявки, и на адрес нашей ассоциации можете прислать, и на адрес Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Таким образом, наши мероприятия продолжаются. Я думаю, что мы достойно проведем все эти мероприятия. Еще раз всех поздравляю с этими мероприятиями. Спасибо, Вячеслав Иванович. Еще хотим напомнить, что в начале декабря намечается торжественное заседание общественности в честь столетия Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского. Информация будет разослана позже. И данное торжественное заседание у нас пройдет в формате онлайна, то есть в связи с обстановкой, с эпидемиологической обстановкой, которая у нас сложилась в республике. Поэтому есть возможность принять участие и подключиться из других регионов. Спасибо, Вячеслав Иванович. Есть ли еще вопросы? Дарья Васильевна, можно мне два предложения внести? Да, Александр Александрович, пожалуйста. Ну вот, возвращаясь к книге, я сегодня услышал, вот, кстати, имя прозвучало Ольги Никифоровны Пинетиновой, сборник Херича, спасибо Екатерине Афанасьевне. А там речь шла о хеде, народном эвенском танце. В свое время мне приходилось заниматься запевными словами эвенского хоровода хеде. Я был даже в экспедиции в Момском Улусе, в Лоханчестае, в Лунальбюте и в других местах. Это был 1984 год, я тогда был еще аспирантом. Вот. И тут я узнал, что в книге 8 вариантов хеде. Платон Афанасьевич считал, что их 7.
А вот новые исследователи считают, что их 8. Дело в том, что вот в нашей программе я видел, принимала участие Светлана Леонидовна Чернышова, кандидат культурологии, сама ивентка по национальности, одна из руководителей ансамбля студенческого «Северное сияние» Института народов Севера Герценовского университета. Мне кажется, можно написать очень интересную статью, посвященную этому танцу, потому что очень много статей, посвященных якутским танцам, начиная от моей Яковлевны Жирницкой, Изекцион и так далее. А вот венские танцы, я считаю, мало описаны. Это первое. Второе, по родословной Ламутского, вы знаете, или я ослышался, но вот один из участников сказал, что написано, что отец был вен, мама якутка, а бабушка русская. Много ли известно об этой бабушке? Потому что вот буквально недавно была конференция, посвященная русским старожилам и 85-летию филологического образования Якутии. Там очень много говорилось о русских, в том числе русского устья. И вот очень интересно, потому что вот семья-то получается интернациональная. То есть в этом плане можно было бы тоже провести научные исследования, откуда эти русские. И, в общем, это очень интересно. Вот если Анатолий Платонович что-нибудь скажет, мне было бы очень приятно услышать об этом. Спасибо. Нет, вы не ослышались. Действительно, отец сам так написал, что папа Эвен, мать якутка, бабушка русская. Но я так могу сказать, что эта бабушка, скорее всего, родом из Намского улуса. В Намском улусе живут дьяконовы, и практически когда он вспоминал, и все время говорил, что в Намцах живут наши родственники. И эти дьяконовы до сих пор с нами общаются и считают нас тоже своими родственниками. И когда-то в свое время я встречался с намскими людей из Намского улуса. Вот когда я сказал, что Платон Ламутский корнями где-то с Намского улуса, они так обрадовались, здесь сказали, значит, он наш якутский писатель, а не ваш овенский. Ну, вы не ослышались, действительно, он сам так пишет, действительно, Дьяконов с Намского улуса, наши родственники. Спасибо. Ну, это очень интересная тема для исследования. Я думаю, над этим надо подумать. Спасибо. Спасибо за ответ. На первый вопрос, который вы задали, Александр Александрович, позвольте мне немножко сказать, что в марте мы проводили республиканский фестиваль эвенского кругового танца «Хеджа». С организаторами выступили несколько общественных организаций, Министерство Арктики, также государственные учреждения культуры, это Музей музыки и фольклора, и также Национальная библиотека Республики Саха-Якутия, Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и Союз эвенов Республики Саха-Якутия. Действительно, сама общественность поднимает данный вопрос о сохранении данного эвенского кругового танца «Хеджа» и включение его как объекта культурного достояния не только республики, но и всей России, так как у нас эвены проживают не только в Якутии, но и в других регионах нашей страны. То есть работа по данному направлению идет, нужно будет еще раз скоординироваться, и в рабочем порядке, наверное, мы с вами еще свяжемся и дальше будем работать. Спасибо, было бы очень хорошо, да. Спасибо. Спасибо. И в рамках юбилейных мероприятий Национальная библиотека организовала и провела несколько проектов. Это мы провели совместно с детским садом Юлтен Кокобяйского района республиканский конкурс чтецов среди дошкольников. С этими работами можно ознакомиться в социальной сети Instagram по хэштегу «Ламутскому 100 лет».
Итоги уже подведены, итоги размещены на сайте Национальной библиотеки и также в социальных страницах соорганизаторов и спонсоров. Кроме того, сотрудники Национальной библиотеки подготовили тематическую подборку книг и произведений, которые изданы в периодической печати. То есть можно на сайте Национальной библиотеки ознакомиться с произведениями Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского. И кроме того, сотрудникам Национальной библиотеки подготовлена виртуальная выставка. Сейчас я покажу. Виртуальная выставка «Платон Афанасьевич Ламутский. Гордость эвенского народа». Здесь есть видео, позвольте его немного включить. Это видео самого Платона Афанасьевича Ламутского. Оно предоставлено из фонда национальной вещательной компании НВК «Саха». Бу былагы бу көлүйені тутан баран, бу тутан баран эстепиетені тутан баран тоқтан хақ сайынларда, топсарда, олығы баратын тергетті. Эбян умуңа урут суруга хуақ норуат кені культурата, тыла, литературата, суруга бичиге үйераға сайдарыгар эн ажас угатын улахан кыттыгастаа кахиген эпитен көрдүк. Холобур эбян осколу туп 5 ыллаакка хага хыллыбыт боллаганы эн 37 ыллаактан кайы учталына үлли келбит. Онун боллаган элбе итинде хитиба простырген элбе сыраган бербекке хиген оннагар биха кепсян турардахын бу иннине. Мен хуриячи бастан суруячи болбутум кыхалкаттан адидиген күлө-күлө кепсябеккин өйдүрүннеген. Биле бастан осколага өлли келлаккыне оголоргун өреттер бир да бәнни хуруллу дайымне хуа биддыры кохан суак. Иннянан кыхалкаттан же сахалыттан да тылбастан бәен даганы бәнни тылынан суруян бар бутум жемче бол билден турар. Арича бискелах була бардак хибары өтөн син бир холобур учуталда болбатан болу хурую эте болдагы. Итне мен туга дәрегенде менен билден турар ите бу норотун культурата сайдыта эн караган оттотур, ону таханан өссө эн кыттыгаскынан бар. Булакта онан ихинне эн элбе ханаларда булакта. Анно. Же ол тухунан эн кылгастык манна бие хатетін боллар. Же үйерак диен сүрдә күстәк болар бит. Рок банна рокка барытыгар өтөн киирер күстәк. Кене дуһатыгар. Олиһин билигин субу кемнерге. Мен бәним үтчата. Бары торту йөрәктән. Онна сколагы йөрәнәләр. Ите йөрәктәһен сүрдәктик кыйлактык барбытына ха үчүгә суал. Итине мен бир суал этәрдәкпин. Бу учебниктар. Үз класска диери кыйлактык барыта таксаны. Оттон партия солук туралар үндүкү класстарга тие өссө үйрөтек каде. Төрөбүт тылына. Ол төрөбүт тылы үйрөтиге бу эбен учебниктарын билген оңгуллыктар. Же бу бар бир эбен тылын сайынларыга бир кыллыбатак проблема. Bir bu iti onuğa bıtanlık baranelер diye koyup. Taksarın taksıga olgınan baranaha bıtanlık. Bilinge değil bıtanlık baranelер. Onu tülget eternadı. Onun tördüs behes klastarga tiye üretiyakka ebenli tılı. Üldü yöregi biter bir canlar eben tılının kıyan huybatçınlar var bulalı. Onlar kayıttak ebeni kulturatın ebeni tılın sayınları üleleklerin sebebi. Ol kıllı bat sol bollağa de. Ottan bu kulturat arganı etigar men eterigen abın bu böylekte tirilinler. Onlar skolalar ülelilder. Onu göttekiller ebenler beylerin kulturaga tabdıttılara sürdektik güyde. Olihin kim ku
билингили олоққы бағарпап болуй, кем жүккіспен болуй. Ол онан бары бөйлектер терилленлер. Эбәнлер ганаллақ бөйлектер терилленлер. Бұл хитихини сүрдекті оңырдылар. Полное видео вы можете увидеть на сайте Национальной библиотеки или же в YouTube. Оно находится в свободном доступе. Виртуальные выставки также подготовлены произведения, которые изданы на эвенском языке. Это первое издание «Эвен Кунган Икеген», стихи для эвенских детей. По ссылке подробнее можно попасть к полнотекстовому оцифрованному документу. Кроме того, есть книги на якутских языках, переводы стихотворений Платона Афанасьевича. Как уже отметили ранее, Платон Афанасьевич в основном писал стихи для детей. В 1987 году, уже после смерти автора, вышло в свет его эпическое произведение роман «Сир-Иччите» в переводе художественной обработки Петра Аввакумова. В этом году в издательстве Бичик изданы две книги. Вот это вот вы видите обложку книги, которую мы сегодня презентовали. Платон Ламутский к столетию со дня рождения. Книга воспоминаний. И также вот Нимкакич, где автором предисловия является Николай Егорович Урсун. Он сегодня подключался по телефону. Также есть сборники Платона Афанасьевича, издания его произведения в составе сборников, не только вот местные печати, но и центральных издательств. Кроме того, на сцене академического театра был поставлен спектакль по роману «Сир-Иччите». Режиссером является заслуженный деятель искусств Руслан Тараховский. По ссылке, здесь есть ссылка, по которой также есть видео данного спектакля. Мы ранее говорили, что его роман «Сир-Иччите» в переводе на русский был издан в журнале «Полярная звезда» в 1994 году. С данным изданием тоже можно познакомиться на сайте электронной библиотеки. О жизни и творчестве тоже представлена литература в работе ведущих наших литературоведов. Это Варвары Борисовны Окороковой и Юлии Геннадьевны Хазанкович. Позвольте на этом завершить нашу презентацию. Еще раз позвольте поздравить всех со столетием выдающегося человека, классика эвенской литературы Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского. И разрешите еще раз поздравить потомков, соратников, всех нас, всю общественность и составителя данной книги Анатолия Платоновича с изданием книги «Воспоминаний об классике эвенской литературы». И хотелось бы, чтобы память и литературное наследие Платона Ламутского еще больше популяризировались среди населения Якутии, среди всех якутян, и не только. Как отметили сегодняшние наши участники, которые выступали с докладами, необходимо также переиздание произведений Платона Афанасьевича для того, чтобы в местах компактного традиционного проживания не только эвенов, но и всех северян была литература нашего уважаемого человека. Анатолий Платонович, завершающее слово я хотела бы передать вам. Всем огромное спасибо. Мы очень благодарны за то, что вы так хорошо вспоминаете об нашем отце, о том, что, особенно тех, кто с ним вместе общались, кто учились у него. Конечно, мы будем и дальше продолжать дело своего отца. Мы считаем, что
он был не только писателем, он не только был поэтом, но он был, как вот здесь отметили, что в свое время, когда он был молодой, еще в 40-х годах, когда были репрессии, он защитил Николая Тарабукина. Это действительно так было. А ведь тогда могли засудить самого Платона, и тогда вряд ли мы узнали, что есть такой писатель Степанов Ламутский, Платон Афанасьевич. Я от имени всей своей семьи, от имени нашего огромных количества родственников, хочу поблагодарить всех, кто сегодня принимал участие, и за те теплые слова, которые вы сегодня сказали и в наш адрес, и в адрес нашего отца. Гентекан Анатолий Платонович. Запись сегодняшнего нашего мероприятия будет загружен на официальном YouTube-канале Национальной библиотеки. Всем спасибо большое за участие. Надеемся, что вы тоже в скором времени получите свои экземпляры книги «Платон Ламутский» к столетию со дня рождения и сможете ознакомиться с воспоминаниями, которые представлены в данном издании. Адден текен чайладюр абгараш билде, дилде бутенне, бакалдамат лавур из стола аймакан билде.